Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Правительство республики буквально на днях утвердило новую стратегию развития туризма, нацеленную на комплексное преобразование туристической отрасли до 2030 года. По словам зампреда правительства региона Анатолия Семенова, в рамках стратегии стоит амбициозная задача – увеличить туристический поток до 750 тысяч человек в год, я так понимаю, к 2030 году. И превратить туризм в один из ключевых секторов экономики региона. О том, как это сделать, поговорим с моим сегодняшним гостем, Спиридоном Сивцевым. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы с вами в таком качестве в первый раз встречаемся, поэтому могу себе позволить вас поздравить с тем, что вы такой ответственный пост заняли. И давайте начнем с того вообще, зачем нужна эта стратегия, да, и как вы ее разрабатывали? Да, стратегия нужна, чтобы наметить основные цели, задачи, да, и к ним двигаться, развивать туризм, чтобы туризм стал отдельной отраслью экономики самостоятельной. Мы разрабатывали стратегию очень народно, мы ее называем народной стратегией, потому что мы проводили несколько стратегических сессий с населением, с туристической отраслью, да, с турсообществом. Сначала стратсессию собрали по самой стратегии, то есть по разработке стратегии. А потом, когда стратегию мы уже утвердили, когда уже знали, что она написана, и когда проходило официальное согласование, мы уже собирали стратсессии по разработке плана мероприятий, то есть конкретные планы действий, которые приведут к достижению целей данной стратегии. И мы таких несколько стратсессий провели, тоже с турсообществом. То есть непосредственно с людьми, которые занимаются туризмом? Да. То есть мы не сидели в кабинетах и ничего сами не придумывали. Мы спрашивали у людей, которые на земле этим занимаются. В том числе муниципалитеты и туроператоры. А сколько у нас сейчас туроператоров? У нас сейчас 23 официальных туроператора, зарегистрированных в федеральном реестре. А так, конечно, их больше, но официальных 23. Но туризмом занимаются больше людей. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение текстом в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну и мы с вами еще перед эфиром немножко выяснили, что отличие этой стратегии в том, что она основана на больших данных, разрабатывалась с учетом привлечения последних достижений, так скажем, последних технологий. Вот расскажите об этом. Да, действительно. Мы использовали источник больших данных. В данном случае это были источники Сбераналитики. Мы подписали соглашение со Сбером, заключили договор и приобрели у них такой сервис, называется Сбераналитика. Он показывает, сколько туристов в ретроспективе посещало республику в 2020, 2021, 2022, 2023 и так далее, до 2024 года. И на основе этого мы можем прогнозировать турпоток, видеть динамику, видеть, сколько человек действительно приехало. Но это только данные Сбербанка, одного банка, да, то есть мы экстраполяцию делаем и примерно прибавляем другие источники данных, потому что Сбербанк у большинства, но не у всех есть, да. И мы можем видеть, на что туристы тратят, откуда они приезжают, сколько им лет, какая у них заработная плата. То есть можно сформировать так называемый портрет туриста. Расскажите про этот портрет туриста, это очень интересно. На данный момент такой образный портрет туриста, который мы видим по данным Сбераналитики, это мужчина 40+, который зарабатывает больше 250 тысяч рублей в месяц и приезжает на охоту и рыбалку. Это вот как раз сезон охоты. Это осень, весна. То есть это такой вполне себе состоятельный турист, и, скорее всего, он из Москвы, откуда-то. Там понятно, откуда он приезжает? Из Центральной России? Да, это видно все. Это из Центральной России, платежеспособные, получается, мужчины 40+. Но опять же, это, как сказать, такой образный, как сказать, портрет туриста общий. То есть там можно, если декомпозировать, можно много что увидеть интересного. И вы как-то эти данные использовали в этой стратегии? То есть вы будете больше таких людей привлекать? Или эти люди 40+ уже все Якутию посетили? Нужно расширять эти рамки? Что там? Да, мы смотрим как раз-таки по сегментации, сколько туристов приезжает, в какой период, где у нас идет просадка по турпотоку, да, это наполняемость гостиниц и так далее. Да, и мы
учитывая это, будем вот как раз-таки в плане мероприятий стратегии разрабатывать под периоды спада, турпотока, да, так называемые, будем разрабатывать мероприятия, чтобы наращивать турпоток, чтобы вот гостиницы не пустовали у нас, да, потому что сейчас, как вы знаете, строится несколько гостиниц в городе Якутске, да, и планируется еще несколько в Нерюнгринском районе. Поэтому, чтобы эти гостиницы были привлекательны для инвестора и вообще в целом функционировали и работали эффективно, приносили доход, мы должны вот развивать туризм. Потому что люди приезжают в гостиницы, чтобы, ну, вот деловые туристы, да, и другие туристы должны приезжать и жить в гостиницах. И чтобы они не пустовали, мы вот как раз будем смотреть и прогнозировать по данным больших данных, источников больших данных, и под спады турпотока формировать мероприятия. Деловые туристы — это так называемые командировочные, да, Так называемые проще командировочные, говоря? да. А какие еще бывают туристы? Ну, туристы бывают самостоятельные, кто просто вот приезжает в Якутию, да. Бывают, которые покупают по турпутевке в Якутию, ну, тур покупают и приезжают. Ну, и бывают экспедиционщики, вот как к нам приезжает Евгений Касперский с большой командой, блогеры приезжают, ну, их очень много. То есть, ну, сейчас, конечно, большинство это вот деловые туристы, потому что они вот командировочно приезжают на форумы, там, на деловые мероприятия. И, конечно же, вот на СЭХ очень много приезжает гостей. Это вот событийный туризм. То есть как раз под какое-то мероприятие. Ну, то есть таких мероприятий должно быть больше? Конечно, таких мероприятий должно быть больше, точек притяжения должно быть больше, инфраструктура должна соответствовать, и мы как раз над этим работаем. Ну, какие туристы явно будут оставлять отзывы о своем пребывании в республике. Вот. Понятно, что, наверное, не все будут положительные. Как мы будем адаптироваться под интересы и предпочтения туристов? Ну, будем слышать их, будем прислушиваться к их мнению. Да, действительно, мы в стратегии сделали большой упор также на подготовку кадров. Это специалисты в отрасли туризма и сервиса, да, потому что любой туризм, он должен быть с хорошим сервисом. Да? И у нас, так скажем, сейчас идет интерес к отрасли туризма, к Якутии, и сервис нам тоже нужно повышать, и мы это тоже в рамках стратегии отдельным блоком кадры и образования включили в план мероприятий, и будем привлекать в том числе федеральные вузы, там, федеральные программы для обучения гостеприимству и сервису. 750 тысяч к 2030 году, это насколько это больше, чем сейчас? Ну, там задача в стратегическом указе Арсения Сергеевича стоит увеличить турпоток в 3 раза от 2023 года. То есть мы посчитали, это где-то 750 тысяч человек в год должно быть. Если брать пример больших данных, то в прошлом году, в 2024, было примерно 390 тысяч турпотоков в год. То есть, учитывая, что у нас такая динамика большая, то мы думаем, что к 2030 году мы 750 тысяч обязательно достигнем. Ну, надеемся и верим, что это произойдет даже раньше, чем 2030 год. То есть 750 можно раньше сделать. А есть такое мнение, что у нас никогда не будет такого массового туризма, пока не появятся дешевые авиабилеты, они не появятся. Да, есть такое мнение. Вот как раз-таки, когда мы стратегические сессии проводили, к нам приезжали федеральные эксперты из Общенационального союза индустрии гостеприимства. Там было несколько человек в команде, в том числе по транспорту был человек, который состоит в общественном совете Минтранса, в Госсовете по транспорту. И мы этот вопрос тоже поднимали. Да, то есть сейчас республика, мы говорим, что к нам народу мало ездит, потому что мы труднодоступны. Но есть такая же Камчатка, тот же Сахалин, который тоже труднодоступный, но к ним туристов ездит больше. Мы вообще по Дальнему Востоку, Якутия на данный момент пока что уступает почти всем регионам Дальнего Востока по количеству туристов на долю населения. При примерно сопоставимой стоимости авиабилетов. Да, то есть тут все напрямую зависит от стоимости авиабилетов. То есть в Сахалин и на Камчатку летает Аэрофлот с плоскими тарифами. Туда-обратно 20 тысяч. Поэтому туда туристы. У нас такого, к сожалению, пока нету. Поэтому мы над этим тоже работаем. И тоже, как я сказал, у нас в стратегии это тоже указано, что мы должны субсидировать авиабилеты, придумывать программы для удешевления авиабилетов. Не только из регионов России, но и внутри республики.
Мгм. Когда мы говорим про 750 вот этих тысяч, это мы говорим про туризм внутри, въездной в республику, то есть внутри России, или как он Это считается? общий внутренний, ну, и внешний, то есть это въездной, кто к нам приезжает в Якутию, именно турпоток внешний. Мгм. А То есть же еще понятие внутреннего туризма по отношению к региону. Да, есть такое. У нас даже есть отдельный термин, который мы утвердили в новой стратегии, называется домашний туризм, то есть это туризм внутри республики, это население, то есть чтобы население республики путешествовало по республике. Мгм. А как это учитывается? Но мы будем... Будет считаться это тоже Да, каким-то образом? да, это будет считаться. Мы вот по Сбераналитике в этом году тоже с ними дальше сотрудничаем, и сейчас они нам добавили опцию как раз внутреннего туризма. То есть мы будем видеть турпоток внутренний именно по республике. Мгм. Какие вообще, пока вы разрабатывали стратегию, понятно, что это были сессии совместно с туроператорами, которые, как никто другой, наверное, знают проблемы своей отрасли. Какие вот Да. самые такие проблемные вопросы, Ну, опять же, это дороговизна авиабилетов, которые мы уже обсудили? да, и отсутствие турпродукта в цифровом поле. Это вот наша основная задача тоже в рамках стратегии – оцифровать турпродукт. То есть если сейчас, сидя в Москве, написать «Якутия туризм», то ничего, вот единого турпортала он не высветится. То есть человек не может, сидя в Москве, как мы бронируем гостиницы, да, условно, забронировать тур в Якутии. То есть это сложно, это надо заходить на сайты отдельных туроператоров и прям искать их и бронировать. И то там, как по старинке, по WhatsApp, там созваниваешься и так далее. То есть мы должны оцифровать так, чтобы можно было купить тур, сидя в Москве, там условно сегодня, вот сейчас февраль, и на сентябрь там, или на декабрь, на зима начинается с Якутии, купить билет, тур, и не беспокоиться, и знать, что ты точно туда приедешь. Но это будет какой-то опять новый портал делаться? Нет, мы будем дополнять уже существующий наш турпортал. Это будет единый турпортал, где будут саккумулированы все туроператоры, все туры, и все они будут оцифрованы и будут размещены в календаре событий. То есть будет календарь, можно будет зайти и на любую дату доступную забронировать тур. Ну, все туры там будут, и можно будет забронировать. Это мы о каком портале говорим? Это visityakutia.com. Мгм. А в свое время ведь национальная туркомпания Якутии создавалась, вот, по-моему, для этих целей. Да, национальная туркомпания создавалась, да, ну сейчас мы, как сказать, ответвление этой, ну, продолжение национальной туристической компании, ну, мы сейчас называем себя по-другому, Агентство развития туризма. Мгм. А вот что с кадрами? Вы уже сказали, что стратегия учитывает кадры. Понятно, что индустрия гостеприимства — это прежде всего кадры, да? Будут ли приезжать специально обученные люди или своими кадрами обойдемся? Нет, мы будем развивать свои кадры. Мгм. У нас будут, как мы говорим, мы будем воспитывать своих чемпионов, да, будем развивать свои кадры. Для этого мы как раз-таки будем привлекать и федеральных экспертов, федеральные программы, будем отправлять на обучение. Мгм. То есть мы будем свое население, свою молодежь прокачивать. Мгм. Но в кадрах тоже проблема, да, получается? Ну, в кадрах проблема в недостатке кадров. Не хватает. То есть у нас сейчас ЦВФУ выпускает и Якутский колледж технологии и сервиса. Больше нет. Мгм. Как замотивировать молодежь вот, приходить туда? Учиться в туризме. Да. Ну, в целом развивать туризм, потому что туризм же это не одна отрасль, да, она развивает пространство в целом. Она сквозная, то есть туризм может быть везде, и в медицине, и в промышленности. Ну и вот сейчас мы в рамках стратегии как раз разрабатываем муниципальные стандарты, то есть будет утвержден муниципальный стандарт туризма для всех муниципалитетов, да, 36 муниципалитетов, и там будут определенные критерии. То есть это как раз-таки наличие вот, хотя бы одного специалиста в туризме, наличие муниципальной программы и так далее. То есть там и потом по итогам муниципального стандарта мы будем делать муниципальный рейтинг муниципалитетов. Рейтинговать будем и по итогам года поощрять лучшие муниципалитеты. Мы пока не придумали, как это сделать, да? Но, Ну, чем именно, да? Да, чем именно и как. Но в мыслях это есть, и это сейчас будет все ложиться на бумагу. Нормативный документ будет. Мгм. А как будет взаимодействие с коренными народами, которые живут вот на своих территориях,
Учитывает ли стратегия вот Да, их конечно, интересы? мы учитываем, что мы самобытная республика со своими традициями и обычаями, и туризм, мы видим в туризме как раз-таки один из способов популяризации и сохранения этнокультурных ценностей народа Саха. В этом наша фишка. Мы национальная республика, да, то есть поэтому у нас есть свои обычаи, которые интересны для туристов. Тот же Исэх, национальный праздник, и это наша фишка. И то же самое мы вот в малочисленных народах тоже это видим и с ними сотрудничаем. То есть сейчас, например, мы в этом году начинаем строительство тропы на Синских столбах, и там как раз есть поселение малочисленных народов Севера. И мы тоже их пожелания учитываем и с ними сотрудничаем тесно. А Ленские столбы до сих пор самый привлекательный туристический маршрут? Ну, Вот как с советских времен сложилось, что... Ну да, Ленские столбы — это наша тоже одна из фишек, как и Мекон Полис Холод, как Исэх, да. Ленские столбы, да, действительно пользуются популярностью. Сейчас они как раз 1 марта запускают новую тропу официально. Она стала чуть длиннее, но она менее пологая. Ну, то есть раньше крутая была тропа, сейчас можно спокойно подняться. Там 2700 метров, да, то есть 2,7 километра. И вот 1 марта будет открытие, и там очень много народу ожидается. Туроператоры уже туда бронируют билеты и будут возить людей. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот у меня есть вопрос по поводу строительства гостиниц в нашем городе. Вот каждый год на самом деле у нас очень много мероприятий, и каждый раз большой поток туристов. Тогда, получается, нужно же и под них подбирать площади размещения. Как будет развиваться ситуация в этом направлении, или же будут ли строиться новые, потому что сейчас это крайне мало. Вот для меня, человека, проводящего мероприятия, это очень актуальный такой вопрос, поэтому вот. В городе Якутске, я так понимаю. Да, В городе спасибо, Якутске речь. спасибо за вопрос. Да, сейчас у нас строятся 2 гостиницы, да, как я уже рассказывал. Это гостиница на набережной, где раньше баня была. Это вот будет гостиница «Космос». Вот в эксплуатацию, могу ошибаться, 2026 год. И еще одна гостиница у нас будет строиться на проспекте Ленина, вот рядом, напротив Пушкинской библиотеки. И также сейчас по увеличению, гостиница называется «Классифицированные средства размещения», да, КСР. В рамках федеральной программы Минэкономики и развития сейчас идет как раз конкурс на модульные дома, грант будут выдавать федералы. И там у нас очень много участников подают заявку через Минпред и получают федеральные средства на строительство модульных домов. Ну, это, получается, афреймы, там маленькие гостиницы, которые не капитальные. И там участвует очень много народу у нас, и мы это поддерживаем. И в будущем, опять же, в рамках развития стратегии реализации, мы хотим разработать, уже разрабатываем свою государственную программу развития туризма, да, и там как раз тоже хотим учесть вот эти меры поддержки по развитию туризма, в том числе и по софинансированию строительства модульных домиков. То есть не только в Якутске, но и в муниципалитетах. То есть, отвечая на вопрос, да, строительство идет и поддерживается государством, и будет поддерживаться республикой тоже. Но помимо гостиниц, инфраструктура — это также и дороги, это и кафе, рестораны, Да. и так далее, и так далее. То есть вот об этом что в стратегии? Да. Или как это будет развиваться? Как я сказал, туризм, он имеет такой мультипликативный эффект, он влияет на все. То есть если появляется какая-то точка притяжения, да, туристическая, какой-то туристический объект, то к чему подтягивается вся инфраструктура. То есть если там мы сейчас вот строим Синские столбы, да, тропу, и как раз-таки, когда мы ее введем в 2026 году, то там уже мы дадим площади для предпринимателей, для вот как раз установки афрейм-домиков, там глэмпингов, кемпингов, и мы верим, что будет благодаря тому, что растет турпоток, растет интерес вот к Синским столбам, вот там же дороги пока нету до Синска, будет развиваться инфраструктура, и мы это все учитываем, что при планировании каких-то туробъектов на местах, то учитывать полностью пространственное развитие, то есть не просто запланировать какую-то гостиницу, да, а всю инфраструктуру тоже предусмотреть и посчитать в финансировании, в самом проекте.
Мгм. Но вот мы говорим о развитии туризма, говорим о плюсах, говорим о том, что это кадры, что это рабочие места, что это налоги в бюджет, что это деньги, которые оставляют туристы, что это производство сувенирной продукции и так далее, и так далее, и так далее. Но есть ведь обратная сторона в том, что те регионы, где вот очень много туристов, Мгм. там местное население уже не очень довольно, что туристы взвинчивают цены, что какие-то вот такие. Ну, это, да, действительно, есть такая, как сказать, ну, наблюдение, такая проблема, да, потому что люди думают, что как вот даже когда мы на Синских столбах сейчас планировали и на отчет правительства ездили, да, там коллеги, жители Синского наследия возмущались, что вот люди приедут, затопчут, да, нашу нетронутую природу и так далее. Но мы там им объяснили, что когда туризм организованный, то есть когда мы будем там тропу строить, да, то мы же ее огородим, будет пропускная система, билеты, да, то есть обычный человек, вот сейчас, например, в Синский наследие может приехать и просто подняться, никто ему там не помешает, да, а если это будет организованный туризм, в плане того, что там тропа, пропускной пункт, там, да, и билетная система, это же плюс и для населения, рабочие места, то есть мы видим в этом плюс и для населения, то есть и для муниципалитетов и так далее, то есть это развитие новых рабочих мест. Это вот людям нужно понять, что туризм — это не только про приезд там других людей и затапливание, там, взвинчивание цен и так далее, это возможности и для самого населения. Мгм. Но вот на Алтае, например, да, я была на экологическом форуме, когда они прям специально собрали форум, то есть там туризму препятствует, ну, не собрание шаманов, а как, в общем, эти старейшины, да. Они говорят, что вот, значит, наши сакральные места, нельзя их трогать, мы против. У нас вот нету такого. Ну, у нас пока такого нету, но даже если такое будет, то мы готовы с людьми разговаривать и объяснять. То есть тут просто понимать нужно, что туризм — это вот не только люди приехали, там затоптали, а это реально возможности для самого населения тоже в том числе. То есть мы в первую очередь в новой стратегии делаем упор вот на домашний туризм, на местное население. Мы хотим, чтобы у местного населения была возможность отдыхать там в окрестностях Якутска, там, своего муниципалитета, чтобы было удобно, красиво, чтобы было интересно. Да? То есть у нас 9 месяцев зимы, у нас хочется, чтобы было очень много вот таких туристических баз, туристических объектов каких-то, чтобы люди путешествовали и было интересно. И чтобы у населения были новые рабочие места и новые интересные места для посещения. То есть в первую очередь мы делаем упор именно на домашнее население, на население республики. Но вы придумали там какие-то мероприятия, ну, потому что это событийный туризм, да, мы говорим про ИСЭХ, конечно, мы говорим, и зима начинается с Якутии, все-таки это теперь такое событие, которое все-таки вошло там в календарь событийного туризма, и можно говорить о том, что действительно такое событие. Вот придумали ли вы там какие-то еще события, какие-то проекты интересные? Да, придумали, но, как сказать, они пока еще не утверждены никем, да, мы пока общаемся. Мы хотим, например, сделать артистический форум креативных индустрий, Arctic Fashion Show хотим немножко обновить. Также у нас есть проект «Якутия-36» называется, это внутренний такой проект, но в нем могут участвовать и приезжие гости. Якутия-36 — это 36 муниципальных образований Якутии, и каждый житель Якутии должен посетить 36 муниципальных образований, и там будут в виде игры. Я боюсь, ему нужно зарабатывать больше, чем 300 тысяч в месяц или 250 тысяч в месяц. Ну вот мы это будем все, как сказать, мотивировать, да, и награждать. Там будут, ну это все разрабатывать сейчас, там будут этапы, уровни и так далее. Но все-таки самое главное тогда для развития, если мы говорим о домашнем туризме в ваших терминах, то главное тогда получается, чтобы субсидировались авиабилеты? Ну, субсидировать авиабилеты, и не только авиабилеты, меры поддержки должны быть региональные, мы которые сейчас как раз будем разрабатывать в рамках новой госпрограммы. Например, для примера взять Приморье, да, я вот недавно был на форуме на Камчатке, на туристическом, встретился там с министром туризма Приморского края. У них бюджет на туризм 1 миллиард в год. В Приморье? В Приморье, да. И поэтому у них там туризм очень сильно развивается. Ну, там ВЭФ, понятно, да? Но при этом там это же возможности также и для местного населения. То есть они поддерживают местное население, открываются новые бизнесы, это отчисления в бюджет, налоги.
Поэтому это реальная экономика. И на Камчатке тоже там, ну, не такие большие суммы, не миллиардные, но тоже есть бюджет на туризм именно. Есть отдельное министерство по туризму. У нас сейчас пока на данный момент нету отдельного министерства, но думаю, в будущем это вполне возможно. Мы говорили о том, что цифровые инструменты должны привлекаться, да, для развития туризма. Вот какие? Да, действительно, у нас конкретные цифровые инструменты? в стратуказе и в стратегии есть такой пункт, что ну, показатель, получается, стратуказа, что до 2030 года должно быть внедрено не менее 30 отечественных сервисов в сфере туризма. Да, то есть это какой-то цифровой сервис, он должен быть внедрен до 2030 года. И мы вот поставили себе план по 5 сервисов в год, ну такой достаточно смелый план, если честно, до 5 новых отечественных сервисов внедрить в сфере туризма. Да, ну отечественные сервисы, это мы сейчас делаем, например, на сайте нашего конструктора турмаршрута, то есть можно будет зайти и вот, как вы сказали, выбрать наши самые известные туристические места, Ленинские столбы, Амикон, там, Исэх, да, их просто понатыкать и нажать «Сгенерировать», и вот этот конструктор турмаршрута должен тебе сгенерировать такой оптимальный маршрут. То есть когда приехать, где заселиться, сколько это стоит. То есть это вот одно из таких решений. Ну и таких идей много. Сейчас я про все, сразу все карты раскрывать не будем, да. Ну, то есть мы сервисы отечественные будем внедрять, цифровые. И наша еще вот основная задача вот оцифровать туризм. То есть чтобы он был в цифровом поле. Потому что если туризма нету в цифре, то его нету. Ну, потому что вся молодежь, вот вся, да, мы все в телефоне сидим. Да, то есть если ты не можешь зайти и купить тур там, или хотя бы узнать о нем, да, то его нету. Поэтому мы вот и оцифровываем туризм, и оцифровка туризма, я имею в виду, это не только, вот как я сказал на сайте, да, это еще и СМИ, то есть это освещение, то есть надо продвигать туризм, наши туры продвигать, Якутию в целом продвигать, и мы вот этим тоже занимаемся. То есть продвижение бренда Якутии за Конечно. пределы Якутии. Да, у нас же агентство развития туризма и территориального маркетинга, то есть мы и территориальным маркетингом тоже занимаемся. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос. Как повлияет на развитие туризма в Якутии реализация проекта Северного морского пути? Спасибо. Спасибо. Северный морской путь. Ну, как сказать, если говорить про Северный морской путь, то я сейчас на ум приходит один проект. Это проект федерального Минтранса. Есть такая компания «Морсвязь Спутник». Она сейчас тащит подводный волс по Северному морскому пути и должна как раз пройти мимо Тикси, мимо Найбы. И мы договорились с ними, что мы к ним подключимся, к этому волсу. И почему я про это говорю? Потому что туризм невозможно, не только туризм, вообще в целом любые отрасли, да, невозможно развивать без интернета. То есть вот по Северному морскому пути, если, например, подключиться к Волсу Булунский район, то там у них будут возможности тоже оцифроваться, там участвовать в каких-то грантах, да. И, ну, как-то так могу ответить, наверное, на этот вопрос по Северному морскому пути. То есть это возможности вот, инфраструктуры в качестве связи. То есть если связь будет там, да, высокоскоростная, то можно все делать на уровне города. Ну вот сейчас мы говорим о туризме внутреннем, имея в виду внутрироссийский туризм. Когда раньше разрабатывали стратегии, ну, говорили вообще о туризме, в основном говорили о въездном туризме. Сейчас, видимо, в связи с геополитической ситуацией, или переориентировались на Китай, или как это учитывается? Но мы сейчас наблюдаем. Мы сейчас, как и весь мир, наблюдаем, да, но, конечно, мы на въездной туризм мы не списываем со счетов. Да, у нас очень много стран-партнеров, тот же БРИКС. Поэтому мы сейчас наблюдаем за геополитической ситуацией. И на въездной туризм, конечно, тоже будем упор делать. Ну, приоритетнее, как я сказал, это домашний туризм. А промышленный туризм? Да, промышленный туризм у нас тоже есть в стратуказе. Мы до 30 года по указу главы должны 10 промышленных турмаршрутов составить. У нас в 2024 году было подписано соглашение правительства с Селекдаром по промышленному туризму, с ЕТЭКом, и мы с ними тоже сотрудничаем, да, сейчас на этапе переговоров, и должны вот внедрить промышленный туризм 10 маршрутов до 30 года. Но я опять же верю и надеюсь, что мы сделаем это раньше 30 года.
Мгм. А медицинский туризм, например? Да, Потому медицинский. что у нас же появились онкоцентр, Да, кардиоцентр. это тоже, я вот как ранее говорил, туризм, он сквозной, он везде есть. То есть вот всем очень интересно, вот обычная экскурсия, да, например, по тому же кварталу труда, это тоже туризм считается промышленный. То есть мы людей привозим и показываем, как делаются мультики, как рисуются они, да, как там создаются какие-то дизайнерские вещи, как снимается кино, там цветокоррекция, звукокоррекция там, и так далее. То есть вот это, в этом мы видим промышленный туризм. То есть это людям интересно. Мы вот сейчас начали людей, там, детей и так далее. Вот в рамках форума по предпринимательству в прошлом году мы возили группы в молокозавод и показывали, как продукция молокозавода делается. В полиграфию возили. Это тоже промышленный туризм. То есть людям интересно, как делаются обычные вещи, которые вот мы употребляем там в пищу или просто в обыденной жизни. Мгм. Подождите, а это тоже учитываться как-то будет, как туризм? Я вот не очень понимаю, как Конечно, считается. Ну, то есть к нам на НВК иногда экскурсии ну да, да, это будет, это тоже, промышленный да, туризм? да, мы будем, ну если не промышленный, то будем как-то сегментировать его и тоже Производственный. да, ну, то есть это тоже туризм. Мгм. Но, тем не менее, вот в свете геополитической обстановки какие-то риски, вызовы возможные могут же возникнуть при реализации стратегии. Ну да, ну риски могут и так возникнуть. Ну то есть у нас какая политика? Мы ничего не боимся и просто двигаемся вперед. То есть риски, да, ну обычные риски мы учитываем, конечно, а так сидеть, бояться там чего-то и ждать у моря погоды мы не будем. Ну то есть мы движемся дальше, как у нас план есть, стратегия есть. Уже утверждена. Арсений Сергеевич тоже со стратегией ознакомился, и поэтому поддержка есть власти, да, ну вот руководства региона. Поэтому мы по заданной цели, ну, движемся к заданной цели. Мгм. А меры поддержки бизнесу частному будут предоставляться в рамках реализации этой стратегии? Да, как я сказал, мы вот в рамках госпрограммы будем предусматривать меры поддержки. Будем, конечно, применять опыт других регионов, да, которые уже свои региональные меры поддержки делают для поддержки туризма именно. А также, ну, как я сказал, в госпрограмме будут очень такие существенные меры поддержки, которые, надеюсь, мы защитим и пропустим, ну, и будут утверждены они. Потому что туризм нельзя, вот как при реализации стратегии мы увидели, да, при формировании стратегии, что деньги в туризме есть. Да, то есть по данным только Сбераналитики, по картам Сбера, в прошлом году оборот сферы туризма в Якутии 3,7 миллиарда рублей. Это только Сбербанк, но есть же еще и другие банки. То есть если делать экстраполяцию, да, то в отрасли туризма, в сфере, в объединенном таком акведе, куда входят и производственные магазины, да, эти продуктовые магазины, гостиницы, кафе, рестораны, бары, там, музеи и так далее. Вот там 3,7 миллиарда именно туристов. То есть, Ну, то есть люди приехали в республику Да. извне и тратят на и это. тратят деньги. Да. То есть мы это видим, и это только те, кто в белую работает. Да? Ну, как мы знаем, тут, ну, не будем скрывать, есть и те, кто говорят, ну, когда домики там какие-то снимаешь, переведите на карту, да? Вот это вот мы не видим, например. То есть в серой зоне очень много остается, и мы как раз будем это вот сейчас, ну, постепенно, не сразу, конечно, это больно будет, постепенно будем уходить, ну, обелять, как говорится, бизнес, и видим в этом, как я уже сказал, отдельную отрасль самостоятельно. То есть туризм это отдельная отрасль экономики должна стать. Мы это видим в перспективе в этом, да, то есть это не социалка, то есть не надо будет туда бюджетные деньги вливать постоянно, но она должна стать Но самостоятельной. это должен быть бизнес. Это должен быть, это бизнес, да, это бизнес, это отрасль экономики. Поэтому, ну, чтобы она такой отраслью экономики стала, надо сначала немножко… Разгон дать. Да, разгону дать немножко. То есть поддержка все равно нужна, небольшая, в начале. То есть это не социалка, которую нужно заливать постоянно деньгами, да, как это происходит. Ну, мы верим, что скоро, в ближайшем будущем, туризм в Якутии станет отдельной отраслью экономики, как IT в свое время. Мгм. В завершении эфира личный ваш топ-5 мест, которые в Якутии надо посетить. Ну, я, наверное, озвучу и те, где я не был, и те, где я был. Это вот Ленские столбы, Синские столбы, очень красивые. Я вот в Синских столбах побывал в прошлом году.
Они очень красивые. То есть они длинные, там 20-й километр, там ЮНЕСКО есть столбы называются, да, поющие скалы. То есть вот Ленские, Синские. Я тоже сплавлялась по Сински, могу подтвердить, что Да, там очень красиво. красивое Да, Аймекон. Мы сейчас вот собираемся на фестиваль «Полюс холода», Аймекон вот в конце марта. Это царство вечной мерзлоты, если здесь про Якутск говорить. И, наверное, это, ну, из таких тоже мест в Якутске, это, наверное, сокровищница. Ну, куда мы возим наших туристов всегда. Это вот в Аймеконе я еще не был. Вот туда я вот собираюсь поехать и посмотреть. Ну что ж, надо обязательно съездить. Удачи. Спасибо за интересную беседу. Спасибо. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.